Она началась 23 июня 1944 и продолжалась около 2 месяцев. 1500 участников этой легендарной военной операции стали героями Советского Союза. Сотни тысяч были награждены медалями и орденами, многие посмертно. Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион» – это я, конечно же, о ней. В дни празднования 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков сегодня в специальном выпуске нашей программы вспомним бессмертный подвиг, внимательно изучив историю наград Великой Отечественной, а еще расскажем о тех, благодаря кому герои той войны и спустя 75 лет возвращаются домой. Это специальный выпуск проекта «Наукомания». Смотрите в ближайшие полчаса. Первые награды для героев Великой Отечественной, какие появились еще до начала войны. Однофамилец фюрера и овчарка по кличке Джульбарс. Малоизвестные факты о наградах и награжденных. И сохраняет традиции и память, из чего изготовили медаль к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и что на ней изображено. Корреспонденты «Наукомании» встретились с разработчиками юбилейной награды. Наука, а точнее вспомогательная историческая дисциплина, занимающаяся изучением истории наград, носит название фалеристика. Еще одно значение этого термина – коллекционирование орденов, медалей, нагрудных знаков и даже значков. Традиция награждать победителей военных походов и героев сражений зародилась еще в Древнем Риме. Легионеров одаривали венками и орденами. Так называли металлические медальоны с изображением головы медузы Горгоны, льва или силуэта бога войны Марса. Носили ордена на груди. А вот сам термин «фалеристика» появился только в 20 веке. Это название дал собирательству нагрудных знаков в 1937 году в ходе своих научных исследований коллекционер значков из тогда еще Чехословакии Олдржих Пильц. В советской печати слово «фалеристика» появилось только в 1965-м в статье известного коллекционера и исследователя Романа Шейна, которая называлась «Фалеристика. Сестра нумизматики». Векторы изучения фалеристики многогранные. Она одновременно имеет дело со многими составляющими всемирной истории, юриспруденцией, искусствоведением и с целым комплексом смежных дисциплин. За какие подвиги в той героической войне вручали ордена, а за какие медали и сколько их наград победы? Обо всем этом прямо сейчас спросим у кандидата исторических наук Сергея Александровича. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Александрович Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории Академии наук, кандидат исторических наук, родился 26 июля 1974 года в Минске. В 1996 году с отличием окончил исторический факультет Белорусского государственного университета и поступил в аспирантуру Института истории Академии наук Беларуси. В 2005 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Сфера научных интересов – политическая, социальная, экономическая, военная и дипломатическая история Беларуси XX века, всемирная история и философия истории. Автор более 80 научных и научно-популярных публикаций, в том числе монографии, редактор ряда научных изданий. Сергей Александрович, насколько мне известно, некоторые награды, которые вручались, присуждались за боевые подвиги во время Великой Отечественной войны, были учреждены еще до войны. Вот расскажите немножко, правда ли это? Наградная система советского государства начала формироваться в 1918 году, когда был учрежден Орден Красного Знамени. Это был боевой орден, которым награждали и рядовых красноармейцев, и командиров, и военачальников высокого ранга, и целые воинские части. К нему в 1920 году добавился Орден Трудового Красного Знамени и Орден Героя Труда, которым награждали уже за трудовые подвиги. В 1930 году наградная система советского государства пополнилась сразу двумя орденами. Орденом Красной Звезды, боевым орденом, который стал младшим по отношению к Ордену Красного Знамени, и Орденом Ленина, который стал высшим орденом государства, которым награждали за боевые и трудовые подвиги, а также за достижения на ниве науки, культуры, искусства. В 1938 году наградная система Советского Союза пополнилась медалями. Были учреждены боевые и трудовые медали. Из боевых это, конечно, медаль за отвагу, самая ценимая в армии,
и медаль за боевые заслуги. Из трудовых – это медаль за трудовую доблесть. А сколько всего было наград учреждено вот именно в период Великой Отечественной? Были учреждены полководческие и солдатские ордена. Орден Славы 3 степеней, Орден Победа, высший полководческий орден, то есть от славы до победы. Между ними даже и перекличка во внешнем оформлении была. И там было в качестве эмалевой картинки использован образ Московского Кремля. Были учреждены именные полководческие ордена Суворова, и Кутузова и Богдана Хмельницкого. Причем Суворов считался старшим. Были учреждены флотоводческие ордена Ушакова и Нахимова. Появились так называемые оборонные медали. Первой была медаль за оборону Москвы, потом добавились медали за оборону Ленинграда, за оборону Сталинграда, за оборону Севастополя, за оборону Одессы, медали по кампаниям за оборону Советского Заполярья и за оборону Кавказа. Ну и в 1965 году этот банд завершила медаль за оборону Киева. Единственная из этих наград, которая была учреждена спустя 20 лет после окончания войны. С переносом войны на вражескую территорию были учреждены медали за освобождение столиц порабощенных фашистами государств, медаль за освобождение Белграда, за освобождение Варшавы, за освобождение Праги и медали за взятие важных городов врага. Медали за взятие Кёнигсберга, за взятие Будапешта, за взятие Берлина и за взятие Вены. А ключевой в наградах Победы стала медаль за победу? Это так называемый сталинский бант. Дело в том, что это единственные награды Великой Отечественной войны, где появился образ верховного главнокомандующего в маршальском мундире. Медали за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за доблестный труд в Великой Отечественной войне и за победу над Японией. Самым ценимым орденом той Великой Отечественной войны стал Орден Отечественной войны, учрежденный в 1942 году с очень широким статутом. Этого ордена мог удостоиться и полководец, и партизан, и подпольщик, и рядовой боец Красной армии. Это был единственный орден Советского Союза, который после смерти награжденного лица не подлежал возвращению в фонд наградного отдела Президиума Верховного Совета СССР, а оставался на хранении в семье награжденного. Если возвращаться к медалям, насколько я читала, особо ценилась медаль за отвагу. Почему? Несомненно, медаль за отвагу ценилась потому, что она добывалась кровью. Надо было совершить реальный боевой подвиг, чтобы быть ею награжденным. Недаром в Красной армии говорили, что это низшая степень звания Героя Советского Союза. А что касается медали за боевые заслуги, я слышала, что фронтовики называли ее писарской. Действительно, медаль за боевые заслуги, она имела облегченный статут для награждений. Это была медаль участника боевых действий. Все равно, как ты участвовал в этих боевых действиях, с винтовкой на передовой или переписывал приказы в штабе. Медалью за боевые заслуги был награжден даже пес. Об этом и не только, еще больше интересных фактов о наградах Победы в нашем сегодняшнем дайджесте. Орденом Суворова награждали только командиров Красной армии. Исключением стал 23-летний капитан Михаил Якушев, командир мотострелкового батальона танковой бригады. В мае 1945-го он взял в плен главнокомандующего русской освободительной армии генерала Власова, перешедшего на сторону нацистов во время Великой Отечественной. В 1942 году был учрежден и орден Александра Невского. Вручался он тоже только армейским командирам, проявившим отвагу и мужество. Вот только мало кто знает, что на самом ордене изображен не Александр Невский. Прижизненного портрета великого полководца не сохранилось, и автор эскиза, старший архитектор Игорь Телятников, поместил на орден изображение актера Николая Черкасова, который сыграл роль Александра Невского в одноименной киноленте. В числе награжденных медалью за отвагу во время войны оказался и Гитлер. Соответствующий наградной лист можно и сегодня найти на просторах интернета. Однофамильцем фюрера был красноармеец-пулеметчик Семен Константинович, родом из Украины. В августе 41-го в боях за Одессу он в течение 8 суток уничтожал огнем из пулемета противника, не прекратил огонь даже когда был тяжело ранен, а потом еще 10 километров ползком пробирался сквозь ряды фашистов. Но после войны, пережив оккупацию, по некоторым данным, семья награжденного покинула Советский Союз, сменив фамилию на Гитлев.
7468 мин и более 150 снарядов. Именно столько во время войны на территории Румынии, Австрии, Чехословакии и Венгрии обнаружила овчарка минно-розыскной службы по кличке Джульбарс. Он стал единственным четвероногим сапером, награжденным медалью за боевые заслуги. На параде Победы в 1945-м в Москве Джульбарса несли на руках, на шинели Сталина по личному распоряжению главнокомандующего. Соответствующий приказ Сталин отдал, когда узнал, что пес тяжело ранен и самостоятельно выйти на парад не сможет. В принципе, какими-то документами количество наград было как-то одному человеку ограничено, или можно было бесконечно награждать, если человек действительно этого достоин? Нет, количество наград в одни руки не оговаривалось и не ограничивалось, за исключением тех случаев, когда это было строго прописано в статуте. Ну, в частности, в степенных орденах было четко прописано, что нельзя награждать одного и того же человека орденом одной и той же степени дважды и трижды. А вот что касается прочих орденов и медалей, то их могло быть невероятное количество, которым награждался один и тот же человек. Награды Великой Отечественной, они вручались и после войны. Ну, не все, конечно. Вот какие остались и почему? Дело в том, что и после войны награждались те герои, которых награда не сумела разыскать до окончания войны. После 1945 года прекратилась практика награждения орденом славы, полководческими орденами за подвиги и свершения в боевых действиях и конфликтах после 1945 года. Еще хочется у вас спросить про колодки и планки. Тут можно носить вместе. Вот как это? Решено было позаимствовать практику английской и американской армии. Поскольку каждая награда, став наградой на колодке, получила собственный цвет ленты, то из маленьких кусочков орденской и медальной ленты можно делать колодочку, планку, которая заменяет саму награду и которую можно носить в повседневной обстановке. А правила ношения наград тоже, наверное, существовали и очень строгими были. В 1943 году в статуты орденов и медалей были внесены изменения, которые четко прописали, какая награда является по старшинству старшей, какая младшей, и какую награду, после которой можно носить и на какой стороне мундира или пиджака. Сегодня увидеть на груди у ветеранов можно и так называемые юбилейные медали. Вот эта практика когда зародилась? В 1965 году была учреждена медаль «20 лет Победы», которой были награждены ветераны вооруженных сил, партизаны и подпольщики, участники Великой Отечественной войны. Юбилейными медалями нельзя было награждать посмертно. Она подлежала вручению реально живущему в данный момент человеку. И, ко всему прочему, юбилейная медаль после смерти награжденного оставалась в его семье. Практика учреждения юбилейных медалей к круглой дате юбилея Победы была продолжена и в 1975 году, и в 1985. Сергей Александрович, спасибо вам за интереснейший рассказ. Ну, а мои коллеги прямо сейчас продолжат тему юбилейных наград. Какая она медаль 75-летия освобождения Беларуси, увидим прямо сейчас. Почти год в научно-исследовательском институте Министерства обороны нашей страны создавалась медаль в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, которые были награждены ветераны Великой Отечественной, бывшие узники фашистских лагерей, тюрем и гетто. Сама идея, она рождалась в муках, в общем-то, потому что на сегодняшний момент практически все значимые памятники Республики Беларусь уже в той или иной мере были использованы для предыдущих медалей и для решения задач в рамках героизации вопросов, связанных с Великой Отечественной войной в нашем государстве. Кроме того, при постановке задачи было четко сформулировано следующее требование. Медаль должна быть отлична от возможных вариантов, разрабатываемых в других государствах постсоветских. После долгих обсуждений с участием специалистов Геральдического совета при министре обороны Беларуси было решено на лицевой стороне медали и реверсе изобразить здание Музея Великой Отечественной войны. Сама композиция немножко имеет видоизмененное, так скажем, положение, где основная, наверное, кульминационная составляющая – это, так скажем, Родина-Мать, которая имеется в рамках композиции музея. Она увеличена
очень достаточно сильно, чтобы показать значимость этого события для всей нашей Родины, Республики Беларусь. Второй момент. На этой же стороне имеются даты 1944-2019 год, который говорит о 75-летии. Окружность реверса украшает надпись, сделанная на белорусском языке «Подвиг народа несмяротный». Реверс латуневой медали, а именно из этого сплава она создана композиционно проще ее лицевой части. Так, шаг за шагом историки, геральдисты, культурологи завершили по своей сути творческий процесс создания новой юбилейной медали. Соответствующие доработки были осуществлены в рамках работы Геральдического совета при президенте, и они больше касались, в общем-то, ленты, на которой будет крепиться данная медаль. Первоначально предполагалось, что будет использован белорусский орнамент. И в конечном итоге было решено использовать две ленты от Ордена Отечественной войны первой степени и медали, которая называлась партизанской, также первой степени. Идея этого решения, по словам создателей, заключается в преемственности поколений и выражении огромной благодарности, а также уважения молодежи тем людям, благодаря которым мы можем праздновать уже 75-ю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это специальный выпуск проекта «Наукомания». Смотрите далее. Чтобы все солдаты вернулись домой, с чего и где на самом деле начинается работа поисковых отрядов. Награды, медальоны, насколько сложно установить личность героев той войны. И когда на помощь приходит генетика. Репортаж из экспертных лабораторий. Награды времен Великой Отечественной вручались только лично награжденным, а потом они вновь шли на фронт и возвращались не всегда. А тех, кто спустя десятилетия после той войны помогает тем героям все-таки вернуться домой, будем говорить прямо сейчас. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Сергей Николаевич Воронович, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных сил Беларуси, полковник. Родился 24 апреля 1973 года в Минске. В 1990-м поступил в Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. После окончания военную службу проходил на различных должностях, от командира мотострелкового взвода и помощника начальника отделения воспитательной работы по организации досуга и техническим средствам воспитания до заместителя командира механизированной бригады по идеологической работе. В 2004-м окончил командно-штабной факультет. Сергей Николаевич, назвать то, что вы делаете работой, это очень скромно, это по-настоящему благородное дело. Управление по увековечению появилось в 1992 году. С чего все начиналось и почему возникла такая необходимость? Поисковое движение в Беларуси зародилось в 70-е, 80-е годы. И, как правило, у истоков стояли учителя, учащиеся образовательных школ, студенты, преподаватели. И поэтому стало очевидно, что учет воинских захоронений, обобщение результатов полевых поисковых работ и общую организацию в республике необходимо было создать координирующий орган. И поэтому решением правительства Республики Беларусь было создано Управление по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн. За это время, с момента создания управления, сколько останков найдено? Полевые поисковые работы у нас выполняет 52-й отдельный специализированный поисковый батальон, который был сформирован 1 марта 1995 года. И спустя уже 3 месяца после формирования воинской части были проведены первые полевые поисковые работы. Всего за 24 поисковых периода, у нас поисковый период считается с апреля месяца по ноябрь месяц, мы провели более 2400 полевых поисковых работ, в результате которых были подняты из-под земли более 36 тысяч останков, установлено более 3300 имен. Ну вот эта работа, многие уверены, что, собственно, раскопки, они начинаются в лесах, но на самом-то деле эта работа большая начинается в архивах, я правильно понимаю? Дело в том, что поисковиков, как правило, нигде не обучают. Воины-поисковики всю свою практику проходят в отдельной специализированной поисковой воинской части. Военнослужащий как теоретически изучает навыки, так и практические навыки. Основные из предметов являются военно-историческая и полевая поисковая работа. Данный военнослужащий при нахождении на объекте полевом должен знать временные рамки, периоды боевых действий, какая воинская часть, какая дивизия, где находились военные
полевые лагеря медицинские, а также места первичного захоронения. Сколько времени уходит на изучение, если так можно сказать, одного места боя? Если это одиночное захоронение, то мы можем отработать объект и в течение дня. А если мы проводим полевые поисковые работы в местах массового уничтожения военнопленных, то работы могут и затянуться и не один поисковый сезон. С волонтерами-поисковиками сотрудничаете каким-то образом? Мы подготовили и разработали инструкцию о порядке проведения полевых поисковых работ с общественными объединениями и гражданами. Каждый год к нам обращаются более 10 руководителей общественных организаций, и они работают непосредственно с представителями, воинами-поисковиками 52-го отдельно специализированного поискового батальона. В прошлом году было обнаружено 1913 останков. В вашем отчете называю точную цифру, потому что это чья-то судьба. Насколько сложно вообще установить, чья судьба? На первое место я поставил бы, наверное, вкладыш медальона, по которым можем определить и установить судьбу погибшего. Второе по значимости – это нахождение наград и медалей, по которым мы можем установить не только имя, но и судьбу погибшего, за что он получил данную награду, и немножко о его судьбе. Третий момент, я бы, наверное, назвал, это донесение о безвозвратных потерях, где мы можем установить первоначальное место захоронения погибшего и, соответственно, имена тех, кто в этот день погиб рядом с ним. Но я так понимаю, что еще больше возможностей стало с развитием генетики. Мои коллеги как раз-таки пообщались со специалистами на эту тему. Одна из самых сложных экспертиз – это экспертиза останков человека. Исследуют специалисты в таком случае, как правило, сохранившиеся кости. Все определяется тем, в каких условиях лежали кости, то есть, как правило, какая-то почва. Если почва песчанистая, немало воды, то останки сохраняются намного лучше, и генетический материал у них тоже сохраняется лучше. Из костных останков на специальном оборудовании в лабораториях выделяется ДНК. Оценивается, пригодна ли она, в принципе, для дальнейших исследований. Исследование именно костных останков, особенно старых костных останков, это всегда комплексная экспертиза, то есть предварительно проводится медико-криминалистическое исследование, где отвечают на вопросы, костные останки скольких лиц находятся в захоронении. Можно зачастую ответить на вопрос о примерном росте, лицу какого пола принадлежал каждый из скелетов, то есть женского либо мужского. Установить, что исследуемые останки принадлежат именно солдату, легче, если рядом с ним нашли какие-то нагрудные знаки. А еще лучше специальные медальоны, которые делали в виде капсулы из эбонита, а внутрь закладывали так называемые бланки-вкладыши. Медальоны, как еще в народе про них говорят, медальоны смертности или смертник по-разному, были введены в 1941 году и предназначались для того, чтобы солдаты Красной Армии носили их при себе. В медальоны помещались специальные бланки-вкладыши. Заполнялись от руки, в графах записывалось в основном все самые интересующие данные для того, чтобы впоследствии при гибели либо смерти солдата можно было идентифицировать тело. Всего 1 год выпускались медальоны, однако до сих пор их продолжают находить. И прошло уже более 75 лет. И за это время, естественно, с этими вкладышами, которые найдены при телах, при захоронениях массовых, они уже претерпели изменения. И здесь снова на помощь приходят эксперты. Они выцветший и испорченный кусок бумаги превращают в настоящий документ. Сначала эксперты, если есть на бланке плесень, уничтожают ее, а затем очень медленно и аккуратно в специальных реактивах расправляют бумагу. Можно пользоваться фотографическими такими кюветами. Помещается туда наш объект. Молекулы воды проникают между волокнами бумаги, что их расправляет, делает их более эластичными. Аккуратно начинают раскручивать этот сверток с конца. Если на уже развернутом бланке ничего не написано, то расстраиваться рано. Сначала бумагу нужно проверить на специальном экспертном оборудовании. С помощью видеоспектрального компаратора, используя его возможности, я могу выявить вот этот залитый текст. Для этого мы помещаем объект на исследуемый столик. Используя инфракрасное излучение, залитый текст становится заметен. Еще хочется немножко больше узнать о специфике работы. Перезахораниваются все найденные останки, вне зависимости от того, установлена личность бойца или нет. Как правило, церемонией перезахоронения занимаются местные органы власти и непосредственно военный комиссариат. Все перезахоронения проходят с почестями,
согласно ритуалам, согласно уставу. Очень хорошо, когда мы устанавливаем еще имена, и есть родственники найденные, которые приезжают непосредственно на церемонию перезахоронения. Это, конечно, очень дорого стоит. Сергей Николаевич, сейчас в интернете довольно много сайтов, порталов, где предлагают узнать судьбу, в том числе пропавшего без вести родственника во время Великой Отечественной войны. Вот можно ли этим сайтам доверять, насколько достоверна такая информация? Ну, как правило, мы пользуемся открытыми сайтами доступа Министерства обороны Российской Федерации, как УБД «Мемориал» и «Поиск народа». Но если гражданин или общественная организация хочет узнать что-то больше, то пускай обращаются к нам в Управление по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных сил Республики Беларусь. Окажем помощь, подскажем, найдем родственника, если таковой имеется. Сергей Николаевич, спасибо вам огромное. А мы продолжаем, и прямо сейчас еще одно подтверждение тому, что Беларусь помнит в нашей рубрике «100 идей для Беларуси». В своей работе рассказывал о людях, которые пропали без вести. Моя задача была восстановить хотя бы какую-то ниточку, зацепочку в судьбе этого человека. Все это началось еще в школе, в 10 классе. Я подошел к своему отцу и спросил, где же можно узнать про своего прадеда. В школе я занимался еще научно-исследовательскими работами и подошел к своей учительнице истории. Я показал ей своего прадеда, строчку. Она рассказала, что есть такие сайты, как «Мемориал» и «Подвиг народа». Благодаря этим сайтам можно узнать более подробную информацию. По прадеду информация была полная. А ниже, под строчкой моего прадеда, были фамилии пропавших без вести. А я ввел все данные, и, на мое удивление, появился целый лист сведений на этого человека. Мне появилась новая сила, новое желание продолжать эту работу, поскольку в самой книге памяти всего 1024 записи с пометкой «Пропал без вести». Я обработал 1024 пометки за 3 года. Из 1024 пометки «Пропал без вести» мне удалось установить 112 судеб без вести пропавших. На 4-м курсе я подал эту работу на «100 идей для Беларуси» как такой новый толчок для патриотической акции. Почему бы не провести это по всей Беларуси? Ведь в каждом районе есть такая же книга памяти. Там не меньше без вести пропавших людей, ведь это чья-то судьба. Это был специальный выпуск проекта «Наукомания». Если вы были с нами с самого начала, то теперь очень многое знаете о наградах Великой Отечественной и о том, каким долгим порой оказывается путь солдата той войны домой. Но самое главное, даже спустя 75 лет герои войны возвращаются, и Беларусь помнит.